Друзья, всем привет! С вами из Крыма Алена Бардовская. И так как Собчак не удалось приехать к нам поговорить с крымскими татарами перед выборами... Ты поедешь в Крым в результате? Ты что решила? Я уже направила письмо, мы сейчас ждем ответа в посольство Украины. Если поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно будет. Так. Я еду в том числе, чтобы говорить с крымскими татарами, которые, например, очень недовольны во многом той ситуации, которая там происходит. Это сделала я. Я сегодня нахожусь, как вы можете заметить, в Бахчисарае. Ну, точнее, вы, наверное, не все знаете, как он выглядит. Здесь у нас тоже есть стенды к крымским волнам. И сейчас новая волна для наших детей и родителей называется. Ну, про это, может быть, подробнее я сниму потом. Ну что, давайте, ребята, спросим у крымских татар, будут ли они голосовать, пойдут ли они на голосование и что они думают про Путина. Поехали! Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Немитулаев Рустем Светумирович, зампредседателя Крым-Барлиги, Общественного совета крымстарского народа. Да, расскажите, пожалуйста, что здесь сегодня за собрание? Сегодня собрание жителей Бахчисарая, крымской татарской национальности. Основной вопрос, который сегодня мы поднимали, это участие в выборах 2018 года, март месяц, чтобы все шли на выборы и поддержали нашего действующего президента Владимира Владимировича Путина. Не страшно? Просто Нет. сейчас комментарии пойдут и не боятся. Нет, нам абсолютно не страшно. Вы понимаете, что мы и в 2014 году принимали активное участие в референдуме, конечно. Я первый из числа крымских татар, который выступил по российским телевидениям, призывал соотечественников идти на выборы. Поэтому, знаете, как говорится, волка бояться, в лес не ходить. То есть основная задача, то, что мы у себя на родине, мы должны жить в мире и согласии. Все жители Крыма, крымчане, мы одна большая целая семья. Вот это наша основная так задача. приятно. Да. На самом деле я с вами тоже согласна в этом плане. А скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь там проблем, допустим, в вашей организации, там, говорят, там палки в колеса не вставляют, что-то такое? Палки в колеса. Ну, что можно сказать, конечно, на понимаете, камеру. всегда правильной прогрессирующей силе всегда есть те люди, которые относятся, можно сказать, не люблю это слово, с завистью, да. И понятное дело, что бывшим товарищам из Меджлиса, ну почему бывшим и сегодняшним, которые извне пытаются в крымско-татарский народ вносить смуту, что Берлик это пророссийская организация. Да, мы пророссийская организация. Почему? Потому что мы живем в российском государстве, да. Это волеизлияние всех крымчан, потому что проголосовали во время референдума более 2 миллионов человек. И мы, понятное дело, что мы одни из первых, которые подняли этот флаг, это был Крым-Барлиги. Крым-Барлиги в переводе это крымское единство. Само название организации говорит за себя, что мы работаем над тем, чтобы объединять все народы. Наши приемные офисы также на сегодняшний день практически во всех регионах Крыма. Почему мы их открывали? В первую очередь мы хотели обозначиться в районах, что помимо Меджлиса есть другие структуры, которые хотят и работают над тем, чтобы помочь согражданам, причем без разницы, какой национальности, у нас двери открыты для всех. Да? В первую очередь, да, люди других национальностей удивлялись и говорят, как так, да. И мы видим, что люди тянутся, понимают, что мы хотим созидать, мы хотим жить у себя на родине, со всеми в мире и согласии. Это первая основная задача, которая стоит. Эта задача стоит и от главнокомандующего, от Владимира Владимировича Путина, что межнациональный вопрос это номер один в стране. Ну да, у нас что так. все народы жили счастливо, имели свою культуру, свои интересы и жили, понятное дело, в мире, дружбе и согласии. А сколько у вас человек? У нас на Ну, сегодня... в процентах, допустим, вот. А я вам скажу Есть так, официально у нас такая? было принято человек в организацию, да? Официально, я вам скажу, 16 тысяч человек крымских. 16 тысяч. Да, Это 16 тысяч. Фотография, паспорт, заявление, чтобы не было там каких-то спекуляций, что мы сами где-то что-то нарисовали. Мы охватили практически все районы. Нас сегодня признают наши земляки, живущие в Турции, и в Румынии, и в Казахстане, и в Узбекистане. Да, Крым-Барлик везде. Здорово. Еще можно я вам задам такой вопрос? А вот, знаете, ходят слухи, что крымских татар, что они пропадают, что пытают, что Вы знаете, вот эти вот спекуляции вот извне, я не то есть, видела ни одного знакомого. Да, нагнетание чтобы... обстановки. Вы думаете, это нагнетание? Это нагнетание. Вы понимаете, что над этим работают
специалисты Да? из западных спецслужб, конечно, которые вносят это в народ. Понимаете? Конечно, когда пропал человек, радоваться, как говорится, это горе, да, большое для любой семьи, для любого человека. Но для этого есть правоохранительные органы, которые занимаются поиском людей. И мы сегодня понимаем, что да, есть какие-то там вопросы, да, говорят, что кто-то из крымских татар пропал. Но мы сегодня же не говорим, что и русские люди пропадают, и украинцы, и евреи, всех национальностей где-то как-то люди пропадают. Но не надо на этом спекулировать, выносить это в политическую плоскость. Я скажу с обратной стороны. А где гарантия, что тот или иной человек сам не уехал в Украину, либо в Сирию, либо еще куда-то? Понимаете? То есть вот эти вопросы, к большому сожалению, да, на них спекулируют, и есть люди, которые поддаются этим провокациям. Для этого мы и ездим по районам и присутствуем в районах в разъяснительной точке зрения, чтобы все жили в мире и Знаете, согласии. я часто пытаюсь взять интервью у крымских татар, и очень часто они отказываются говорить на камеру. Ну, я так думаю, может быть, чего-то боятся. Есть ли чего бояться крымским татарам, или на самом деле... Вы поймите, да, что та структура Меджлис, Да. она на самом деле еще в кое-каких местах в районах присутствует. Да? Есть их сторонники. Их немного, но они есть. Они же как? Они бросают клеймо на человека в том или ином стиле, да? И ему сложно потом жить. Вот они и кинули клич, что он предатель. Да, а что он предал? Он предал то, что их не послушался и остался у себя на родине. Понимаете, мы же не для этого возвращались. Наши старики, дедушки, бабушки мечтали вернуться на свою родину. И слава Всевышнему, мы все живем у себя на родине. Наш народ реабилитирован. Я еще раз повторюсь, наш язык сегодня приравнен к статусу государственного. Что нам еще надо? Школы строятся, мечети строятся, храмы строятся. Живите, пожалуйста, расцветайте. Только живите в рамках законов Российской Федерации. И все у всех будет хорошо. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Да. Можно я вам даже руку Да. пожму? Спасибо. Спасибо. Так, сейчас заходим. Когда мы многие смотрим телевидение, смотрим, одни говорят, что на выборы надо идти. Мы все абсолютно поддерживаем действующего президента Владимира Владимировича Путина. Почему мы его поддерживаем? Потому что то, что мы ждали, наши родители, я лично сам, вот где-то тут взрослые есть и молодые есть, даже ту реабилитацию, о которой говорили, мы ждали ее около 70 больше лет, благодаря президенту оно было нам дано в 2014 году. Теперь также на государственном уровне наш язык тоже государственный. Оказывали большую финансовую помощь по возможности для соборной мечети. Они только говорили, свозили кирпич, акушняк, свозили деньги, учет велся, записывали все, учет до сих пор там. Сегодня, слава Аллаху Всемогущему, я считаю, в 19 конце года и в 20 году, в 18 году, я думаю, в конце, в 19 году наша соборная мечеть будет действовать, и работа, она будет одна из самых мощных и красивейших. Важного понимания задачи, что если мы придем на выборы, если мы поддержим нашего действующего президента, мы получим возможность продолжения тех преобразований, которые были начаты, и доведения их до самого конца. И тут еще я бы, в качестве вот такого обоснования... Вот возьмем с вами даже 2014 год. Но президент же пригласил так называемых лидеров крымско-татарского народа на встречу. К себе пригласил. Человек полетел. Я не хочу ни называть фамилию, ни надо. И был задан вопрос, а что надо вашему народу, вот нам, крымским татарам, что надо? За 75 лет в первый раз у нас спросили, что вы хотите? В каком процентном соотношении вы хотите видеть глав администрации? Может, вам какие-то школы надо? И оттуда кричат, сатыны, продажни там, и так далее, и так далее. А что они предлагают? Оставить дома, оставить свои участки, оставить своих детей, ехать опять куда-то в непонятную страну за непонятным будущим. Вот они кричали, завтра появится у крымских татар крымско-татарская автономия. Где она? Порошенко четко ответил, нет автономии. Ребята, хотите культурную, пожалуйста, будем разговаривать. Почему? Потому что, опять же, привыкли крымских татар использовать в каких-то политических инструментах. Им не интересно, что завтра с нами будет, что будет с нашими детьми. Вот мы 25 лет как
ходили, знаете, по этому Крыму, искали свою, можно сказать, землю обетованную. Но те посылы, то доверие, которое оказал нам главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, крымско-татарскому народу, мы должны тоже ему оказать доверие. Мы должны на сегодняшний день двигаться вместе, нога в ногу. То есть где-то, какие-то если моменты даже происходят, надо сразу же об этом говорить. Если где-то идут именно национальные признаки, где-то дискриминация идет от чиновников, это надо тоже, потому что это все надо на корню рубить. Есть люди, которые с двумя стандартами хотят все это раскачать, но ни в коем случае мы не должны это не дать. Мы должны это зарубить. Ну вот, друзья, и все. Я думаю, на многие вопросы, которые у вас были, сегодня вам смог ответить компетентный человек. То есть это вы все слышали не из моих уст. Смотрите, какой здесь двор. Это новый двор облагородили. То есть здесь большая детская площадка, спортплощадка. Там даже тренажерчики, но сейчас немножечко посмотрим. Дома здесь, конечно, не новые, но площадки строятся. Смотрите, сколько здесь молодежи в выходной день. И это очень радует. Конечно, если посмотреть в общем плане, то дворы Бахчисарая, конечно, выглядят пока еще по-старому. Но все меняется, и я надеюсь, что скоро будет очень много таких площадок здесь. И все будет еще лучше. Ну все, с душой из Крыма. С вами была Алена Бардовская. Всем пока. Кстати, подписывайтесь, если не хотите пропустить выборы в Крыму. Сейчас.